независимость Республики Абхазия, как вы помните, 25 лет мы будем праздновать в сентябре месяце. На протяжении всей истории, современной истории Республики Абхазия, если вы поднимете все отчеты об исполнении бюджета, ни один бюджет, как по доходу, как по расходам, исполнен не был. Всегда есть расхождение, по-другому быть не может. И это касается не только Республики Абхазия, это касается любой другой страны. Если бы можно было досконально планировать и исполнять бюджет с точностью до 1/10, 100%, как по доходам, по расходам, это бы называлось не планирование, не прогнозирование, а подгон под факт. Такого не бывает. Если вы посмотрите другие страны, везде это происходит. Поэтому мне хотелось бы прокомментировать те самые острые вопросы, которые были подняты на сессии. Бюджет 2017 года по доходам был исполнен на 95,7% от запланированной величины. То бишь невыполнение доходов составило порядка 370-380 миллионов. При этом все эти недобранные доходы, они касаются наших собственных доходов. Отдельно бы хотелось немножечко сказать, опять же, вернуться к структуре бюджета. Наш бюджет состоит из двух крупных составных частей. Это собственные доходы республики и те средства, которые нам поступают в качестве помощи из Российской Федерации, которые, в свою очередь, также состоят из двух крупных частей. Первая часть – это инвестиционная программа, которая направляется на реконструкцию, капитальный ремонт и новое строительство, и на так называемое текущее финансирование. Соответственно, по результату исполнения, как я уже говорил выше, доходов собственных мы недополучили 370 миллионов рублей. При этом расходные обязательства республиканского бюджета не были исполнены чуть менее чем на 1 миллиард 200 миллионов. При этом 800 миллионов остается на счетах республиканского бюджета, который находится на расчетном счете в Центральном банке. 800 миллионов находилось на счетах Министерства финансов Национальным банком Республики Абхазия. Соответственно, вот эти 1 миллиард 200, о которых все говорят, они состоят из двух составных частей. Это 800 миллионов, которые лежат в Нацбанке, и 370 с лишним миллионов, которые не были выполнены, наши доходы. Отдельно хотел сказать по доходам, какой у нас был год, 2017. Это был один из сложнейших годов, на мой взгляд, для республики. Связано это в первую очередь, ну не в первую очередь, а на мой взгляд, две главные вещи, почему это произошло. Это, конечно, первое, это внешний фактор. То, что происходит в мире, я думаю, все прекрасно смотрят новости, знают, что происходит в стране. Соответственно, и вторая составная часть, так как мы очень сильно завязаны на внешний фактор, так как львиная доля наших доходов в наш республиканский бюджет зависит от туристического сезона. Наша страна является чистой туристической страной, и основным наше наполнение бюджета происходит, по большому счету, по двум основным статьям, вернее, сферам экономики. Это туризм и торговля. Соответственно, в случае провального туристического сезона, в зависимости от того, на какой процент мы не добираем, соответственно, это в чистом виде коррелируется с исполнением доходной части бюджета. Насколько я знаю, что министр по налогам Курмазия тоже эту ситуацию говорил, опять же, его информация на сессии парламента как прошла мимо, средства массовой информации, его доклад как-то очень вскользь прошли. Но, на мой взгляд, министр по налогам все четко дал понять, ни одна сфера экономики в этом году не была выполнена. По всем отраслям у нас просадка. И просадка связана в чистом виде по причине неприезда туристов. Ни одной отрасли сработало по планам, условно установленных государством. Но если провести просто параллель с предыдущими годами, такого туристического сезона, как в 2017 году, в нашей стране не было. И это не могло не сказаться на тех доходах, которые получал бюджет. Это что касается невыполнения наших собственных доходов на 370 миллионов. Мы не выполнили плановые показатели по доходам по торговле, по связи, по туристической сфере, по гостиницам, по всем. Отдельно уже говорили про рыбную отрасль. Это самый худший год, что касается рыбной отрасли. Практически путины не было. Не досчитались в бюджете порядка 150-200 миллионов из-за рыбной отрасли. Поэтому, естественно, все это сказалось на наших доходах. Но при всем при этом все социальные обязательства, в первую очередь, это зарплаты, социальные выплаты и пенсии, они были выполнены в полном объеме. Потому что при работе Министерства финансов во главу угла, как главную свою характеристику своей работы, Министерство финансов всегда ставит это исполнение социальных обязательств. В первую очередь это зарплата и социальные выплаты. Самые сложные периоды для бюджета и для страны находятся весенние периоды. Это, как правило, с февраля по май месяц. Потому что с начала мая начинается сезон, экономическая активность увеличивается, приход денег в экономику увеличивается, все лето происходит на одном уровне, с осени начинает снижаться и самого дна, низа достигает как раз конец первого квартала, начало второго квартала года. Поэтому в этот период
происходят определенные проблемы с ликвидностью в финансовой системе. Из тех 800 миллионов, которые не были израсходованы по состоянию 31 декабря, я хотел бы детально эту сумму разложить, что называется, по полочкам. Из 800 миллионов, которые находились на счетах собственных средств республики, состояло только 40 миллионов. 760 миллионов – это целевые деньги, которые были переведены из Российской Федерации в Республику Абхазия, которые являются целевыми на конкретные цели, конкретные мероприятия. Поэтому Министерство финансов тратить их на другие цели не имеет права. Это будет нарушение бюджетного законодательства, которое характеризуется как нецелевое расходование средств. Что такое 800 миллионов, я хотел бы отдельно проговорить. 800 миллионов состоит из 545 миллионов на инвестпрограмму, 50 миллионов – это средства в рамках соглашения о социальном обеспечении медикаментами. 86 миллионов – это финансирование организации строительства и обеспечения информационно-координационного центра. И 47 миллионов – это резервный фонд президента. По отдельности по каждой из этих составляющих денег я также хотел бы прокомментировать. Что касается самой крупной составляющей, это 545 миллионов по инвестпрограмме. И к вопросу как раз, почему мы вносили изменения в декабре месяце, если вы помните, в действующий бюджет 2017 года и увеличили расходные обязательства почти на миллиард, о котором также депутаты сказали. Ежегодно такого, чтобы исполнить бюджет 0,0, такого не бывает. Опять же, если поднять любой год с момента, как функционирует у нас либо комплексный план, инвестпрограмма, она в разные года развивалась по-разному. Если вы посмотрите остатки, то ежегодно это происходило. По-другому быть не может. Потому что финансировать идет из России, надо выполнять определенные требования, соответственно, стройки, работать год в год без переходящих остатков, такого, бывает, конечно, но в идеально работающих системах, к сожалению, до такой пока мы еще не дошли, но мы находимся на этом пути, и вот внедрение казначейства тому только и в помощь. Поэтому я напомню, что на 1 января 2017 года был тоже остаток, переходящий по инвестпрограмме. Его сумма состояла порядка 311 миллионов рублей. Соответственно, если откатить еще на 1 год назад, по-моему, если мне память сейчас не изменяет, а начало 2016 года эта сумма составляла, по-моему, чуть ли не 400 с чем-то миллионов рублей. К сожалению, да, у нас есть сложность реализации инвестпрограммы. За последние 1,5-2 года качественно изменилось наше взаимодействие с российской стороной, которая оказывает нам финансовую помощь по различным целям. И с точки зрения Российской Федерации должна, во-первых, быть уверена, куда идут деньги, на какие цели и в каком объеме. Для того мы вместе с российской стороной ужесточили процесс и получения денег, и порядок их расходования, и отчет за их исполнение. Российская сторона теперь требует на каждый транш обосновывающие документы. То есть, если взять контракт строительный, любой, условно, скажем, детский садик это или школа, стоимостью, условно говоря, 100 миллионов рублей, то принцип есть и следующий. Сначала, если это общестроительные работы, то аванс не может превышать 30%. Сначала, в момент подписания контракта, утверждения сметы, если она пройдет все необходимые экспертизы, подрядчику перечисляется аванс. И только после того, как он предоставит закрывающие документы на потраченные средства, на выплаченный аванс, ему в соответствии с этими документами осуществляется отпуск следующего транша. Опять же, не 70%, а частично по мере выполненных работ. Поэтому весь процесс идет пошагово. Деньги получили аванс, выполнили работу, закрыли, следующий получили. Отчитываемся. Для нас последние 2,5 года это стало впервые. До этого такого не было. В предыдущие годы у нас вся инвестпрограмма или комплексный план, как правило, проходила 2-4 траншами. То есть, как правило, это в июле или в конце года. То есть, если вы посмотрите, допустим, переходящие остатки средств государственного республиканского бюджета в предыдущие годы, там суммы были далеко за миллиард. Это было из года в год. К сожалению, да, это плохо. И вот как раз то, что мы запустили казначейство, позволяет нам это избегать и позволяет нам решать эти проблемы. Чтобы люди брались на обязательства не только выполнить работы по постройке какого-то объекта, но еще в нужные нам сроки. Потому что, как говорится, деньги нужны тогда, когда они нужны. Вопрос о резервном фонде президента. Как правильно заметили депутаты, при изменении бюджета 2017 года в начале декабря мы внесли изменения об увеличении суммы резервного фонда, и связано это было с тем, что в результате событий, которые произошли у нас в августе месяце, и в результате оценки тех последствий, которые могут сказаться для Республики Абхазия, мы обратились за помощью к Российской Федерации, чтобы нам была оказана дополнительная помощь для покрытия тех расходов, которые мы были вынуждены понести для того, чтобы минимизировать
те потери, те убытки. Российская сторона пошла нам навстречу и выделила в бюджете Российской Федерации дополнительно 150 миллионов на увеличение резервного фонда. Но в силу того, что просто так взять и дать 150 миллионов Российская Федерация тоже не может. Мы обратились к Российской Федерации в августе месяце с этой просьбой. Но у них есть тоже свои определенные процедуры. Для того, чтобы эти деньги перечислить в Республику Абхазия, Российской Федерации нужно было внести изменения в бюджет, которые тоже происходят по определенному графику, в котором задействовано огромное количество министерств, ведомств, многие ветви власти, не только Кабинет министров Российской Федерации, но и Государственная Дума. Соответственно, изменения, позволяющие Российской Федерации перечислить нам эту сумму, у них возникла возможность только в декабре месяце, после того, когда Государственная Дума приняла измененный бюджет, и президент Российской Федерации подписал его. Соответственно, для того, чтобы этим деньгами воспользоваться, мы также должны были внести изменения в свой бюджет, потому что в противном случае нам бы эти деньги не дали, и уж тем более мы не могли бы их потратить, потому что Минфин не имеет права тратить деньги сверх утвержденной суммы. Соответственно, все эти изменения были сделаны в декабре. Это связано реально с законодательством, которое есть в России в области бюджетного строительства, так и в Абхазии. Я хочу несколько цифр сказать на эту тему, что на тот момент, когда нам были перечислены 150 миллионов на увеличение резервного фонда президента, у нас уже взятых обязательств было на 150 миллионов. И те деньги по резервному фонду мы получили, первую часть суммы в размере 80 миллионов мы получили числа 4-5 декабря, а вторую часть в размере 70 миллионов мы получили 21 декабря. И практически в полном объеме все те взятые обязательства, которые у наших подрядчиков по ремонту жилых домов в Приморском, по выплатам, документы были предоставлены. Министерство финансов, порядка 110 миллионов, за эти 15 дней все были выпущены в соответствии с предоставленными документами. Переходящий остаток по резервному фонду на 31 декабря составил 47 миллионов. Но я хочу сказать, что при этом взятых обязательств по резервному фонду было больше, чем на 47. Они были, по-моему, на ту дату, если не память нет, порядка на 70-80 миллионов. Потому что в августе, в сентябре предсказать объем средств, который нужен на Приморское, было практически невозможно. Потому что нужно провести экспертизы, надо было обследовать все дома. В течение всех осенних месяцев со стороны УКСа была проведена определенная работа, был обойден каждый дом, были составлены сметы. Потому что мы же не можем просто так деньги раздавать. Российская Федерация приезжает и проверяет, как мы эти деньги расходуем, на какие цели, кому, что. Для этого нужно сделать соответствующий набор документов. Опять же, то же самое можно сказать про резервный фонд по остаткам. Опять же, если взять все предыдущие года, всегда есть переходящий остаток по резервному фонду. По-другому быть не может. Потому что это живой механизм. Бюджет, в конце концов, это не краеугольный камень, это механизм. Что касается самого непосредственно решения парламента, с одной стороны, мне, как бывшему министру финансов, правда, искренне приятно, что наконец-то и парламент начал больше внимания уделять бюджетному процессу по сравнению с тем, как было в предыдущие годы. Я был, есть, остаюсь и буду всегда сторонником прозрачности во всех финансовых отношениях. Потому что залог успеха – это прозрачность. Когда информация неизвестна людям, из нее рождается очень много слухов, которые потом, как сейчас, приходится опровергать, комментировать, хотя, на мой взгляд, такого быть не должно. Каждая бюджетная копейка, которая расходуется, должна быть всем известна, куда она пошла и на какие цели. Поэтому я еще раз вернусь к пресловутым 1,2 миллиарда рублей. Никуда эти деньги не пропали, никто их не взял, никуда не вывез. Если парламент не удовлетворил отчет, то в рамках законодательства он должен был поставить вопросы, что конкретно в отчете об исполнении бюджета их не устроило, или какая информация им недосконально им объяснена, и прислать этот отчет в Кабинет министров, они могут его вернуть в соответствии с законодательством Кабмина, поставить вопросы, которые дополнительно исполнительная власть должна ответить, и Кабинет министров должен в месячный срок в рамках законодательства ответить на эти вопросы. Помимо этого, что касается контрольной палаты, если у контрольной палаты есть вопросы в течение года, она вполне может вызывать Минфину. На самом деле, насколько я знаю, в мое отсутствие при рассмотрении этого отчета со стороны контрольной палаты, почему-то, опять же, устные запросы были направлены исполняющим обязанности министра финансов. И на все их устные вопросы в письменном виде контрольная палата получила ответы, которые на те вопросы, которые исчерпывающие. Она получила ответ в письменном виде и никаких вопросов больше не задала. Поэтому для меня, например, загадка то, как поступила в данном случае контрольная палата. Если есть вопросы, напишите на бумаге, задайте. Министерство финансов, да и все исполнительные власти скрывать нечего. Министерство финансов организует процесс
а расходуют администраторы расходов. В нашем бюджете за каждым ведомством закреплена сумма и в соответствии с видами расходов. И Министерство финансов контролирует, чтобы соответствующее ведомство тратило за предусмотренные на это ведомство деньги на те цели, которые предусмотрены. Но не Министерство финансов тратит деньги. У Министерства финансов такой же администратор расходов. У него свой бюджет, если память не изменяет, там порядка 37 миллионов на финансирование Минфина. Вот эти деньги Минфин тратит как администратор расходов, а все остальные деньги тратятся соответствующими ведомствами, в том числе и Народным собранием, администрацией президента и любым другим министерством. Министерство финансов, еще раз акцентирую внимание, абсолютно открытый орган, который готов отчитываться за каждую копейку, кому она пошла и на какие цели. Все же, почему, да, вот эти 545 миллионов рублей были у нас переходящими на начало года? Если вы позволите, я прямо зачитаю. Это пункт 2.6 16 протокола Межправкомиссии. Согласиться с предложениями абхазской стороны о перечислении Минковказом России Министерству финансов Республики Абхазия до окончания финансового года остатка средств финансовой помощи, предусмотренной в 2017 году на реализацию мероприятий инвестиционной программы, подчеркиваю, без предоставления документации о приемке выполненных работ по мероприятиям при соблюдении следующих условий. А вот здесь внимание. Перечисление Минфина в Республике Абхазия средств финансовой помощи 2017 года государственным заказчиком Республики Абхазия осуществляется по согласованию с Минковказом России. Раз. Второе. Средства финансовой помощи, направленные Минковказом России в соответствии с настоящим пунктом, перечисляются Минфином Республики Абхазия в пределах лимитов объемов бюджетных средств и по целевым назначениям, предусмотренным на соответствующие мероприятия инвестиционной программы. И самое интересное, финансовые средства перечисляются государственным заказчикам при условии подтверждения соответствующих расходов, в том числе документацией о приемке выполненных работ, приемке работ, оконченных строительством объекта. То есть, иными словами, те деньги, которые в рамках исполнения 2017 года были получены в конце года, как мы уже об этом говорили, не могли быть в принципе израсходованы, опять же, по решению МПК. То есть, данное решение было принято сознательно, и в принципе никто и не рассчитывал, что они в 2017 году, да, за вот этот оставшийся промежуток времени будут израсходованы. В рабочем порядке мы обсуждали эти все вопросы, которые предъявляла нам контрольная палата. Тоже по всем вопросам с председателем комитета озвучивала она мне вопросы, и исчерпывающие ответы были даны, что она и сама мне дала объяснение, что контрольная палата немножечко в своих выводах была, недостоверную информацию представила в комитете. При внесении изменений в бюджет 2017 года дефицит бюджета действительно вырос, но это не на сумму резервного фонда, это на сумму остатка переходящего, который был на 1 января 2017 года. Мы обязательно должны были отразить целевые остатки, и при внесении изменения нами было это сделано. На сумму эту 311 миллионов, в том числе инвестпрограмма, был увеличен дефицит. Почему? Объясню. Потому что при изменении в доходной части сумма остатков, в доходную часть она не попадает. Она только отражается в расходной части бюджета республиканского.